Перед стартом турнира лезгинкой воодушевляют спортсменов на победу. Соревнования посвящены 250-летию единения Ингушетии с Россией. В Верхние Ачулуки съехались каратисты со всей республики. Перед началом гостям и зрителям демонстрируют тамасивари – умение разбивать твердые предметы, используя только руки и ноги. Это на первый взгляд кажется, что юные каратисты выполняют тяжелые удары, после чего доска разлетается на части. На самом деле все дело в упорных тренировках и максимальной концентрации на объекте. Если вот так бить, то плохо. Вот эти без надо бить. Ну, техника есть, да? Да, мне тренер рассказал. А вообще какие у тебя планы в будущем, в дальнейшем? Ну, постараюсь где-то 25 ноября в Орле выступить на чемпионате России. Каратисты на татами обмениваются не только ударами, но и бесценным опытом. Тренировки важны, но еще важнее постоянно оттачивать свои навыки на соревнованиях. Вот и Абдуллах Чапанов пришел проверить себя. Каратист намерен уйти отсюда только с победой. Сегодня тебе выпала честь участвовать. Кто твой соперник, знаешь уже? Нет, пока что нет. Какой у тебя план на поединок? Как ты его планируешь победить? Сначала выдалить кулаками, а потом ногой ударить. Ты с тренером тренировался, готовился к этим соревнованиям, да? Да. Соревнования проводятся под лозунгом «Мы – общество против терроризма и насилия». В зале почетные гости и родители и ребят, которые довольны тем, что наша молодежь в основной массе проводит время в спортивных залах. Наша цель – воспитать нашей молодежи достойное поколение ингушского народа не только для нашей республики, но и для всей нашей государственности. Мы один из субъектов Российской Федерации, вносим свою лепту и вносим свой вклад для развития нашего государства. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни как один из приоритетов уберечь молодое поколение от пагубного влияния идеологии терроризма и экстремизма. В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов в 7 весовых категориях. Выбрали вид спорта карате, так как карате у нас тоже популярен в селе, даже в районе, в республике. И турнир мы провели открытый, то есть участники могут приехать со всей республики нашей. Те, кто только ждут выхода на татами, тоже времени зря не теряют. Ребята соревнуются еще в одной битве, интеллектуальной. Если карантин снова не вмешается, в спортивную жизнь региона здесь планируют организовать первенство по дзюдо, посвященное героям России, и открытый республиканский турнир по волейболу. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.